Те, кто не был в Якутске несколько лет, приятно удивляются, как преображаются микрорайоны столицы. Якутск поднимается, словно человек расправляет плечи. Изменяются не только к праздникам, а каждый день. Незаметно окружающим остается только работа по организации всего этого строительства столицы республики. Конечно, республика строит больше, нежели чем город Якутск. Но это и понятно, возможности бюджета у нас значительно скромнее, чем у республики. Вообще в республике вот одно жилье строится в этом году, должно быть построено 330 тысяч квадратных метров. Из них большинство, конечно, строится в городе Якутске. Наши планы вместе с республикой в городе построить 190 квадратных метров жилья. Не считая еще плюс к этому индивидуальное жилищное строительство. Вот. Наши планы – это 16-й квартал, вы знаете, квартал, который застраивает город. В будущем мы должны перейти на 43-й и 46-е кварталы. Мы к этому сейчас готовим проектную сметную документацию, собираем инвестиционные заявки наших потенциальных инвесторов. Также строим не только жилье, строим и дороги. Второй год подряд на дорожное строительство в городе выделяется по 100 миллионов рублей. Это на строительство дорог городом, только городом. Плюс к этому порядка 500 миллионов дает еще и строит республика. Поэтому вот я еще раз хочу повторить, что, конечно, республика очень здорово помогает городу. Очень здорово. Это строительство объектов, дорог, все то, что делается у нас в городе. И жители это видят. Конечно, можно просто долго смотреть, как разрушаются от времени старые деревяшки, ветшают построенные в 50-х, 60-х годах. А можно делать. Только комплексная застройка микрорайонов, плановый подход руководства республики к решению всех этих задач позволяет на месте снесенного района города тут же возводить новое жилье и объекты, так необходимые горожанам. В нашем городе строительство ведется постоянно, но темпы роста за последние годы нарастают. И мы видим, что строятся дома, строятся дороги. И в основном роль это президента, потому что президент как строитель видит, что необходимость, то, что мы сейчас делаем, это явная. И жители, наверное, тоже ощущают. Возьмем вот, к примеру, дороги. У нас вот построена улица Пояркова. Вы видите, насколько она разгрузила транспортную схему. И помимо того, что дорога – это не только одно полотно, асфальт, это очень большие вклады делаются в инженерные коммуникации. Это переносятся сети, делаются новые коммуникации. Это вода, канализация, тепловые сети, электрические сети. Это обновляется вся структура. Второй аспект вопроса. Вы видите, вот у нас жилищное строительство массово идет. И подход именно вот президента, правительства, Грабцевича очень значимый. Раньше мы строили как точечную застройку. Стоят старые дома, строим дом, частично благоустраиваем, и все на этот дом остается в грязи. В эти годы вы видите, что у нас 36-й квартал, уже практически он закончен, там немножко доводим, достраиваем. Чистота, порядок. Идет строительство в 128-м квартале. Тоже там полностью была территория снесена старых домов, построены сейчас новые дома. Значит, с благоустройством на следующий год будет такой же квартал, как и предыдущий 36-й. Совсем недавно на месте 36-го квартала практически в центре столицы стояли прогнившие деревяшки. Сегодня тысячи горожан обрели здесь благоустроенное жилье. Растут этажи высоток, восстанавливаются старинные здания, поднимаются стройные микрорайоны. Якутск сегодня – это большая строительная площадка. А еще до начала реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье гражданам России» в республике шел поступательный рост жилищного строительства. По программе «Жилище» государственная поддержка оказывается индивидуальным застройщикам и молодым семьям с предоставлением беспроцентных кредитов. Получают помощь работники бюджетной сферы. Сегодня перед строительным комплексом стоят новые задачи. Мы все же знаем, что у нас президент профессиональный строитель.
Вот, естественно, что ему тоже интересно само по себе строительство, потому что, ну, если человек закончил строительный факультет, если он профессиональный строитель и всю жизнь практически занимался строительством, то кем бы он ни был, президентом акционерной компании «Алроса», президентом республики, естественно, ему стройка интересна. Это раз. И второе, вот, ну что люди видят вообще такое? Ну добавили зарплату, да, ну решили какие-то льготы. Но это как-то, да, не осязается, вообще говоря, ни глазами, ни душой. Вот. А когда объект построили, вот построили цирк, сразу видно, есть цирк, да. Построили улицу Поярка, вот. Я помню, Вячеслав Анатольевич, в феврале месяце, там мороз там был за 40 градусов, мы по какой-то улице ходили, я даже не понимал вообще, потому что я Якутска не знал. Ну что там мы ходим по этой улице, да? Вот. А он рассказывал, что вот это будет улица Поярка, мы ее сделаем от Дзержинской до улицы Кирова. Ну и так это все как-то даже не верилось. Вы видите, да? Улица эта появилась. Теперь улицу Пояркова, новую современную трассу Якутска, украшает не только воздушный мост на Кирова, но и капитальный красавец-мост на Губина, хотя еще недавно здесь было не пройти. Самый большой мост на этой улице в городе Якутск нам еще предстоит построить. А значит, он будет идти по улице Пояркова в районе стадиона «Юность» туда к ипподрому. Значит, вот как раз над озером Цайсары. Довольно, видимо, сложно будет мост и так далее. Но вот нас со следующего года начнем делать. Ну и представьте себе, можно будет когда-нибудь, не останавливаясь нигде, проехать здесь у нас по этим мостам. Когда не было нормальных транспортных развязок, люди, конечно, испытывали большие неудобства, но даже не подозревали, что на месте заброшенных городских каналов вырастут красивые мосты и будут построены прямые трассы, разгружая центр столицы, пока этими проблемами не озаботился президент республики Вячеслав Штыров. От слова до реального воплощения мечты прошло совсем немного времени, и вот уже сегодня мы не мыслим себе поездки по городу без удобного и широкого проспекта улицы Пояркова. Посмотрите, как сейчас Вилюйский тракт преображается и будет сделан. Это будет нормальная магистральная дорога. Петровского, Аюнского, Кальвица. Кальвица еще будет продолжаться. На будущий год мы сделаем проект этой дороги. Ее, во-первых, немножко переместим и выйдем в район областной больницы, начиная от Богдана Чижика. Вот эта дорога будет полностью сделана. Лермонтова у нас там, где вот горловина стоит узкая, значит, да, там, где вот улица Петровского-Кондрашвили. Вот это вот нужно расширить, чтобы не было таких больших заторов. Вот. Мы на следующей неделе должны доложить нашему президенту по 5-летке строительства дорог в городе Якутске. Мы разработали план 5-летний. Будем докладывать, как мы видим дорожное строительство в городе Якутске. Значит, вот буквально 3 недели тому назад такое задание мы получили на одном из совещаний. Теперь мы готовы доложить, как, что, за каких счет средств это будем делать. Чтобы решить самую острую жилищную проблему в городе, руководство республики планомерно наращивает темпы строительства и с каждым годом вводит на 10 тысяч квадратных метров жилья больше, чем в прошлом году. В перспективе у нас вот 142-й квартал полностью будет тоже по-новому выстроен. Вот. Поэтому планы большие, и они на сегодняшний день, вы видите, что осуществляются, идет строительство. Ну, помимо того, мы и восстанавливаем старые квартала. Это вот как взять старый город, вот посмотрите, сейчас там практически все завершено. Вот, уже является как культурным центром. Якутск – наш общий дом, и каждому хочется, чтобы он был уютным и чистым, удобным для жильцов и гостей столицы. Нам приятно видеть завершенные его уголки, такие как старый город. Проходить по благоустроенным микрорайонам, любоваться посаженными кустарниками и деревьями. Кто один раз хоть приложил силы, знает, как нелегко дается красота. С советских времен были планы, были проекты, то есть вот эту часть делать историческую. Во времена 90-е годы тоже обсуждали, делали какие-то определенные проекты, но вот только Вячеслав Анатольевич за 3 года полностью восстановил вот этот комплекс, вложив душу, и прежде чем вот приступать
когда он начал заниматься старым городом, то есть мы, наверное, с полгода ездили, Василий Борисович Грабцевич, я, Вячеслав Анатольевич и ряд еще людей, работников, то есть ездили вместе с ним, прохаживали пешком, обсуждали, где что строить. Тогда только единственный объект был Степная Дума. Готов и работал, так? А остальное все были развалюхи. И вот я думаю, что прежде чем вот утвердить окончательный генеральный план вот этого историко-архитектурного центра, Вячеслав Анатольевич очень много думал, очень много было эскизов, макетов и так далее. И в конечном итоге вот остановились на том, что здесь построено. И я вам еще раз говорю, за счет своего упорства, за счет своей, даже можно так сказать, настырности, что ли, это вот Вячеслав Анатольевич сделал так, что за 3 года полностью историко-архитектурный центр был построен. И сейчас он многофункциональный. Здесь есть и рестораны, и храм, и магазины, и аптеки, и так далее. То есть место для горожан, где можно людям отдохнуть. По волшебству не появится город, но если поставить цель и четко к ней стремиться, то мечта приблизится. На месте покосившихся избушек сегодня возвышаются жилые микрорайоны. Появляется над городом все больше башенных кранов, как символ развития. Всего за несколько лет Якутск действительно неузнаваемо изменился. И хотя старое исчезает, растут этажи высоток, придавая Якутску облик современной столицы. Конечно, годы перестройки сказались на строительном комплексе не лучшим образом. Тем радостнее видеть произошедшие перемены в индустрии. Сегодня уже нет бесплатного жилья, но есть множество возможностей улучшить свои жилищные условия. И некогда окраинные районы стали привлекательными. Там строятся дороги, проводится инфраструктура, строятся дома. Вот сейчас вот мы с вами выезжаем на улицу Чернышевского-Хабарова, да, и можно сразу посмотреть, какая у нас с вами стала прекрасная набережная. Ну, многие забыли, вообще говоря, что, наверное, вот инициатором вот этой набережной был Вячеслав Анатольевич Штыров, в общем-то говоря. Поэтому хотелось бы напомнить, что это была его инициатива, это сделать именно такую красивую набережную. Ну, хотелось бы, конечно, чтобы немножко она была получше, в эксплуатации за газоном смотрели, чтобы травка была зеленая. Но я думаю, что нынешняя мэрия, разговор на эту тему был, они доведут все это дело до ума. Вот эта вот стратегия, которую выстроил Вячеслав Анатольевич, значит, сделать разгрузку города по транспорту. И вот как раз мы с вами поедем по улице Богдана Чижика, да, вы еще раз увидите, какая она стала прекрасная. И могут ходить и дети, и, значит, мамы, значит, возить своих детишек на коляске. Я помню просто, какая она была раньше, да, значит, и мне как-то не очень было приятно смотреть, когда идет красивая девушка или мама на коляске, вперед толкает ее. А сегодня мы кое-что сделали для того, чтобы людям вот в Якутске было, в общем-то, довольно комфортно по этой улице ходить и ездить. Вот это тоже заслуга нас, строителей, ну и, естественно, президента Республики Саха-Якутия Вячеслава Анатольевича Штырова. У домов, как и у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность. Поэтому, наверное, новостройки отличаются яркой внешностью, они радуют глаз и жильцов. Дальновидность и забота о людях президента республики проявляются в сотнях и тысячах квартир для населения Якутии и, конечно, для горожан Якутска. Безусловно, нужно строить и школы, и детские сады. Значит, вот школу мы в этом году заложили в Тулагино. Хорошая, компактная будет школа. Нулевой цикл уже практически весь выполнен. Значит, задача та, чтобы мы смогли эту школу сдать к юбилею на будущий год. Вот этой школе будет 100 лет. Буквально недавно училище заложили духовное. Это очень здорово. Строится нашими средствами детский сад в Катасах. Значит, разрабатываем вопрос и строительства встроенных-пристроенных детских садов в домах. Ну, во-первых, это немножко подешевле. Во-вторых, решает проблему жителей этого микрорайона прямо в жилом доме. Очень было много совещаний. Мы должны были рассмотреть
Как отнесется к этому, и есть ли такие возможности для строительства со стороны контролирующих органов? Это и пожарная безопасность, и вообще безопасность, это дети же все-таки, да? Вот. Санэпидемстанция как будет относиться. Вроде бы согласие контролирующих органов есть, возможности такие есть. Вот поэтому в этом отношении мы хотим, безусловно, и строить частные детские садики. Вот разговариваем с нашими депутатами. Корнев Игорь Алексеевич сейчас рассматривает возможность в одном из своих зданий построить детский садик. Вот. Строит, Якут строит в 36-м квартале. Детский сад строится. Тоже должны его на будущий год сдавать. Так что вот в этом направлении тоже мы немножко продвигаемся вперед. Каждый год в столице за счет республики появляются новые объекты социального значения – поликлиники, школы, дороги. Вот и в октябре откроют свои двери новое здание сельхозакадемии, строительством которой занимается Сургутнефтегаз. Считаю, что довольно много мы с вами сделали. Значит, самое главное, что было сдвинуто, это, подняли строителей. Вот домостроительный комбинат даже не работал в зимний период времени, а сегодня они работают круглые сутки и работают даже зимой. Это первое. Второе, значит, у нас заработали проектировщики. Третье, это мы раскрутили программу бюджетного жилья, и бюджетники стали получать жилье. Следующее, что мы сделали, это начали заниматься планомерно, квартально сносить ветхое жилье. И эта программа у нас успешно двигается. Но, как я сказал, почти 1 миллиард рублей мы в этом году потратим на снос ветхого жилья. То есть вот за эти годы, я считаю, довольно много сделано. Да, еще, значит, один из элементов, который я хотел отметить, это строительство дорог. Вы видите, что вот и Богдана Чижика дорога, практически она закончена, Кальвица, часть дороги сделана до порта, значит, Петровского, значит, продолжаем дорогу Петровского до Чайковского, начали реконструкцию Вилюйского тракта, продолжаем улицу Пояркова-Юнского до озера Сайсары, то есть и по дорожному строительству тоже у нас сдвиг. Кто-то строит города, а кто-то просто запечатлевает их на память. Надо, чтобы чуть больше каждый вкладывал в создание уюта и тепла в нашем общем доме, столице республики. Тогда жить здесь будет намного лучше, и все мы от этого только выиграем. Город строит тоже объекты, но такого объема и размаха у них нет. Значит, желательно бы, вот, чтобы городские власти создали тоже наподобие вот нашей службы государственного заказчика, которая контролировала все строительство, именно финансирование по городу, их муниципального бюджета. Тогда что-то будет сдвинется. А так строительство практически не видно. Вот, дорогами занимается правительство, значит, микрорайонами занимается в основном правительство, то, что на виду. Вот, социальные объекты тоже занимаются, я имею в виду Министерство образования объекты, Министерство здравоохранения. Это занимается правительство республики. Будущее становится реальностью, и открываются новые горизонты. За 5-7 лет сделан настоящий прорыв. Все мы хотим, чтобы республика стала процветающим регионом, а ее столица – лучшим городом Дальнего Востока. Выделено специальный квартал, где будет национальная библиотека, библиотека университета и национальный архив. Такой будет очень красивый квартал неподалеку от ЕГУ. И вот за стадионом «Юность» вот этот уголочек такой, который сейчас застроен разными одноэтажными, двухэтажными домами, в общем-то, нельзя сказать, что сильно ветхими, но старыми. Значит, вот это все будет снесено, и здесь должен быть построен у нас Олимпийский центр подготовки борцов. Это наша стройка будет совместно с федеральным правительством. Потому что Якутия, наряду с Дагестаном, с Осетией, с Красноярским краем и с Москвой, является самой главной кузницей для подготовки кадров для сборных России по вольной борьбе, по другим видам борьбы. И поэтому вот мы договорились здесь такой комплекс создать. Значит, и тогда у нас будет вот эта часть города как бы завершена. Значит, вы видите, здесь идет интенсивное строительство, значит, жилых домов, тоже необычной архитектуры, вот за комплексом университета. Вот здесь на углу будет очень красивое здание, напоминающее, старую русскую архитектуру, так, 9-этажный дом. И как бы мы завершим
Кроме того, идет же строительство сельхозакадемии. Дальше магистраль, вот эту проблему, и как бы историческое озеро Сайсары, которое считается колыбелью народа Саха и так далее, оно будет закончено полностью и действительно таким очень облагороженным центром. Чем больше человек нацелен на созидание, тем больше появляется творческих сил, и тем больше добра он может сделать. Эта формула обладает магическим действием – заряжать окружающих своей энергией, и открываются для человека новые возможности творить. Плечом к плечу мы решаем общие проблемы. Мы довольно-таки часто делаем объезды с Вячеславом Анатольевичем, что и с первым заместителем Василием Борисовичем Грабцевичем. Ну, спать не дают, честно скажу, да, это во-первых. Во-вторых, значит, планов громадьев уже воплощать в жизнь потихонечку. И даже вот такие вот вопросы, как благоустройство кварталов. Вот буквально недавно мы, дня 4 тому назад, объезжали, у нас 5 кварталов, которые мы сейчас благоустраиваем. Это 29-й квартал, 53-й, 141-й квартал. Светлана Александровна поездили, сделал свои замечания, что нам нужно делать, как нам нужно сделать. Это вот все, вся жизнь на контроле у президента нашей республики, у правительства. Это и правильно, наверное, потому что основная жизнь нашей республики, при всем уважении к каждому улусу, каждому району, да, здесь генератор всех идей, локомотив нашей республики Вячеслав Анатольевич Штыров. Что характерно, вот сам президент, он интересуется строительством, ходом строительства объектов, значит, проектированием, но не реже одного раза в неделю он собирает по какому-то объекту, проводит совещания, дает свое видение проектирования и строительства, значит, принимает участие во всех мероприятиях, которые связаны с новым строительством. Вот недавно было открытие, вернее, установка первой сваи, это по Богородицкой церкви. Это недавно освещалось, все видели. Вот. И также на всех объектах, которые сдаются. Необычная архитектура делает из зданий дворцы, и столица республики становится достойной своего статуса. Наконец, вызывает положительные эмоции у гостей. Умелое сочетание старины и современных материалов удивляют. Для удобства жителей в построенных с советских времен скучных кварталах вписываются небоскребы, подобно заграничным. Нам есть чем гордиться нашим строительным комплексом, нам есть гордиться, кем гордиться в нашем строительном комплексе. И самое главное, что вот мы как бы вышли из этих 90-х годов уже с обновленным строительным комплексом, с другими принципами, с другими идеями, но в то же время поддерживаются и старые традиции, вспоминает как бы всегда мы и старых строителей, которые есть в городе, значит, когда в городе, в республике, когда думаем о будущем. Гордимся тем, что было создано. Самое главное, уверенно смотрим вперед, потому что не только города, но нам еще предстоит создать очень много и промышленных объектов. И действительно, у нас в республике Саха-Якутия, ну, может, на редкостях складывается благоприятная ситуация, когда у нас очень хорошее будущее. И, безусловно, Якутия будет одним из самых ведущих субъектов Российской Федерации по всем показателям. А это значит работа, прежде всего, для строителей. И поэтому это еще как бы радует, вселяет уверенность. Кто часто оглядывается на прошлое, упускает будущее и теряет веру в хорошее. По традиции столица республики встречает праздники яркой и обновленной. И эти общие праздники разделяем мы все, ведь о том, как выглядит Якутск, судят по всей нашей республике, нашем общем доме. Нам всем повезло жить и работать в обновленном городе, растить детей и внуков, радоваться каждому мгновению в этой жизни. И хочется только пожелать, чтобы мы сохранили то, что сделано за эти годы, и все вместе сделали нашу столицу еще лучше.